Когда великий Ахмад Хаджи говорил, с ваххабитами один разговор, когда они будут 3 метра под землей, других разговоров ни с ними, ни с бандеровцами у нас не будет. Ну да, с заблудшими, которых они обманули, мы в свое время, еще тогда, Рамзан Ахматович, мы много работали над тем, чтобы вернуть этих обманутых людей тысячами. Их амнистировали, и сейчас мы тоже, они на нас выходят в Мариуполе. И мы абсолютно уверены, что эти обманутые ребята, которые вовлечены в эти подразделения, они абсолютно сегодня поняли, что они стали не на правильный путь. С ними мы будем разговаривать, им будем давать возможность, но очень сильно будем смотреть на реальность, на их искренность в том, что, как они ошиблись и как они думают. И в этом смысле у нас есть целая система, люди, которые над этим работают. Вот таким образом будем дальше добивать их. Скажите, как сейчас обстановка в Мариуполе? Как продвижение идет? И за последнее время какие районы? Продвижение, город полностью, практически в понимании, он под контролем. Кроме, сказать, локальных точек, которые там происходят. Вы это за 2 дня увидите, всю эту работу. И вы спокойно, до вас приезжали журналисты, вы видели, наверное, съемки прямо с города. Мы им давали интервью, и они со мной ездили и так далее. Но они обстреливают с минометов, там, с градов, им без разницы. Где мы, наши позиции, это война. Мы абсолютно, как говорится, у кого какие возможности, какие силы и средства, да? Но они расстреливают мирных жителей. С этого Азовстали и завода Ильича, у них там оборудованные, вот за это все 8-10 лет, эти европейские вот эти вот сатанистские организации и структура, они там настолько подготовили этих людей, и они абсолютно свой город обстреливают днем и ночью. Потом это говорят, что вот там войска, вот российские там, я не знаю, самолеты, там грады, шмели там и так далее. А мы там находимся, как мы сами будем себя обстреливать? Мы в городе находимся, я не знаю, 5 бойцов. Мы же не можем сами себя обстреливать. Это уже факт, то, что они это делают, и то, что они... Вот мирных людей, если вы спросите, они вам расскажут. Каждый, кто выходит с квартала, они говорят, нас убивали, вот насиловали девушку, вот это. Они же под наркотиком, поэтому они не понимают на самом деле, что творится. Но я думаю, в ближайшее время, как все это завершится, и мы проводим зачистку. Абсолютно у них нет никаких сил и средств, чтобы противостоять нам. Мы, чтобы людей, чтобы как ими методами, мы же не можем. Мы спасаем людей, а не уничтожаем. Они уничтожают их, им без разницы, куда бомбить, что делать. Поднимают байрактары, прямо город бомбят они. Поэтому в этом проблема, и я думаю, что скоро у них все это закончится. Практически в этом направлении им уже дышать осталось немного. Я уверен, что мы победим. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. А местное население как к вам относится? Местное население как к нам относится, вы можете в Мелитополе видели кадры? Видели? Вот мы рекламу, и если вы сюда приехали, нам не нужна реклама, нам нужна только правда. С нами она связана, с вами она связана она с политикой. Если мы не будем говорить правду, мы ни к чему не придем. Есть проблемы, есть люди, которые обманутые, которые думают иначе. Но это, вы представляете, 20 лет этих людей готовили, зомбировали, ненавидеть своих религиозных, своих православных, христианских братьев. Представьте, это примерно, если бы нас, ингушами, вот так поссорили бы, да? Не дай Всевышний, этого никогда не произойдет и никому не удастся сделать. Поэтому я уверен, что вот этот последний вздох у них, вот то, что происходит в Мариуполе, оно положит конец, и народ поймет, что Россия – это те братья и тот народ, который хочет только добра и благополучия. Клянусь Всевышним, нету ни у руководства, ни у политического, а мы знаем всех
Поэтому нету другой задачи, кроме того, чтобы вот это нечисть, вот этот фашизм, вот этот бандеровщина, чтобы она не распространилась дальше на нашу страну. Если мы ее сейчас здесь не уничтожим, мы видим, что произошло с этим народом. Процветающий, религиозный. Ну, для меня вот Украина, Киев, Россия, это мы... Для меня сегодня и тогда это все было одно и то же. Ну, представляете, если мы скажем, все люди радуются там, то, что сейчас происходит, да, конечно, нет. Конечно, у них есть свое видение. Какая разница, если ты виноват, не виноват, тебя бомбит. Они не знают, откуда эта бомба пролетает. Или эта ракета пролетела, или стреляют там в доме. Они в подвале, там они их всех в подвал загнали, там их голодом морят. Вот я много случаев видел, вот мы их освобождаем квартал, оттуда, ну, мы не можем туда бомбить, а они оттуда вот ставят прямо, где эти, ну, где входы, туда минометы ставят и туда, чтобы туда бомбили. Почему происходят потери? Потому что это сразу факт, тот, кто в военном смысле что-то понимает, он должен понимать, почему со стороны вот военнослужащих или там это происходит. Потому что они освобождают, они уничтожают. Вот и весь смысл. А они, вот эти вот азовцы, бандеровцы, они и без разницы. Своих, чужих. Им главное, что под своим наркотическим вот этим вот влиянием, которое у них есть, они беспощадно, без разбора стреляют, куда попало, куда, сами свой город уничтожают. Ну, сейчас мы уже где-то процентов 70, уже 80 практически все освобождено там. Практически вот этот Азовсталь, и завод Ильича, они туда, вот эти там 7 этажей внизу, там поезда ходят, там, вот мы им сделаем вот то, что они искали и хотели вот украинский народ таким образом уничтожить, мы им сделаем колючую проволоку вот этими заводами, и там их оставим в этом же 7-метровом глубине. И этим все закончится. А можно ли сказать, что чеченские бойцы Чеченской Республики спецназа оказались наиболее подготовленными именно для действий в условиях вот контртеррористической операции в городе, вот такой именно войны? Бойцы Чеченской Республики – это бойцы российской подразделения, Росгвардии, военнослужащие, мы все одни. И тот, кто хочет разделить нас от общей там, нашей системы, никогда им этого не удастся. То, что бойцы Чеченской Республики по поручению Рамзана Ахматовича выполняют задачи, они выполняют ее вместе с нашими братьями, со всеми подразделениями. У нас нету хороших, плохих, мы есть все одни. И мы докажем, что мы лучше всех, и наша страна лучше всех. И наши подразделения, военные, Росгвардии и спецназ Чеченской Республики, для всех известны, да, во всем мире. Почему мы у них мир выиграли? Это есть свидетельство. Но у нашей армии и наших подразделений Чеченской Республики нам Рамзан Ахматович ставит задачу не уничтожать кого-то, а точечно уничтожать в понимании этих бандеровцев и этих людей, не людей, которые уничтожают свой же народ. Вот в этом задаче, вот в этом смысле, да, наши подразделения очень ювелирно и хорошо работают.